180 лет со дня рождения Ибрая Алтынсарина. Годом рождения Ибрая стал 1841. Мальчик рано остался сиротой. Его опекуном стал родной дед Балгажи Джанбуршин. С 9 лет Ибрай – ученик школы-интерната, в которой обучались местные чиновники низшего звена. Учащимся в школе предъявляли два обязательных требования – знать русский язык, поддерживать царский режим. Эти требования полностью устраивали Балгажи Джанбуршина, поскольку на тот момент это была единственная возможность получить системное образование. Потому дед записал внука в школу, когда она только начала строиться. Ибрай был одним из первых учеников интерната. Учителя восхищались тем, как Ибрай тянулся к знаниям. Его увлекали произведения классиков российской и мировой литературы. Байрон, Пушкин, Гёте, Шекспир, Лермонтов, Гоголь были для него лучшими друзьями. Это сформировало и развило его поэтический талант. Первой работой Ибрая после получения диплома с отличием стала должность переводчика в правлении Оренбурга. Также Алтынсарин, произведения которого стали знаменитыми, был преподавателем в местной казахской школе. Судьбоносное задание ему поручила Оренбургская администрация. Юный педагог, а Ибраю тогда было всего 19 лет, должен был отправиться в Торгай и основать школу, а также преподавать в ней русский язык. Это было большое доверие и очень ответственный шаг. Ибрай сумел преодолеть сопротивление казахов, убедив их в том, что детям необходима школа, даже если семья будет вести кочевой образ жизни и переезжать. В постоянных поездках из аула в аул он без устали разъяснял жителям, что лишь в образовании заключается возможность достойного будущего для детей и внуков. Алтынсарин стремился к тому, чтобы обеспечить всем казахским детям достойное образование и привить любовь к знаниям и национальной культуре. Во времена открытия первой школы Ибрай Алтынсарин столкнулся с тем, что не хватает учебных материалов. С понимания этой проблемы началась его научная деятельность. Великолепное образование и знания педагога помогли ему самостоятельно готовить учебники. Одновременно этот процесс привел Ибрая к пониманию того, что он способен создавать литературные произведения. Алтынсарин известен созданием азбуки казахского языка, основанной на русскоязычном алфавите. Сегодня народ Казахстана помнит огромный вклад, который сделал Ибрай Алтынсарин, и чтит память выдающегося просветителя. Современные казахстанцы не забывают, что за годы короткой жизни Ибрай Алтынсарин дал своему народу надежду на грядущее, знания, выступал за права обычных людей, был поборником справедливости.